Добрый день. Я Рязанский Ахал, ученик 9 класса Майорской средней школы. Тема моей работы – игры детей Майорского дослега. В последнее время среди нас стали преобладать компьютерные игры, гаджеты. Раньше наши сверстники играли на улице, знали много разных игр и всегда оставались здоровые, не хворали и не болели. Нынешние старшеклассники, иногда и младшие дети, уже не умеют играть в подвижные игры, потому что им неинтересно. А ведь народные игры являются средством физического воспитания, оздоровления, отдыха и развлечения. Поэтому выбранная мною тема актуальна в наш компьютерный 21 век. Цель – изучение национальных игр детей майорского наследия и содействие использованию их в проведении мероприятий в школах, детсадах, лагерях. Задача – записать со слов информантов местные игры, дать описание игр. Объект исследования – игры детей майорского наследия села Куберганя. Новизна исследования заключается в описании ранее неизвестных широкому кругу игр, таких как чистка и авиаский футбол. Методы исследования. Интервью, описание, сравнение. Гипотеза. Если заинтересовать современных детей играми их предков и хорошо пропагандировать, то некоторые игры могут стать массовыми, которые можно играть на досуге или использовать на уроках физкультуры. Это игры чистка и авиаский футбол. Игры чистка и кемятчик на барасы был представлен Петром Хабаровым на всероссийском конкурсе. Чистка – это сохранившаяся в Абийском улусе древняя командная игра наших предков, возрожденная нашим земляком, учителем физкультуры Петром Хабаровым. Уникальность игры заключается в том, что обе команды одновременно имеют свой мяч. Мяч символизирует и оружие, и знамя, и идеологию. В других унифицированных играх идет борьба за один мяч и побеждает тот, кто владеет мячом. А чистка совершенно другая игра. Впервые эта игра была представлена в 2007 году на всероссийском конкурсе «Мастер педагогического труда» в Великом Новгороде. С тех пор эта игра прошла апробацию и на сегодняшний день реализована по всей республике Саха-Якутия. На базе Малой академии наук эта игра уже проводится 5-й год. Общие выводы. Эбенские игры были сезонного характера, и это отражалось на одеждах играющих в эбенский футбол. Надевали тарбазе и оленьих камусов, а мяч сделан из оленей шерсти и оровдуги. Есть игры, которые стали неизвестны далеко за пределы республики и страны, благодаря истинным патриотам наследия Аиде Афанасьевне Скрябиной и Петру Ивановичу Хабарову. Заключение. В ходе данного исследования выяснилось, есть игры, в которые играли только в майорском наследии. Ныне из них популярными среди детей и молодежи стали авианский футбол и игра чистка. Авианский футбол в 2019 году представлен норвежской делегацией в городе Якутске, и теперь в него будет играть народ сам. Таким образом, игры наших предков становятся массовыми, и в них играют на досуге дети других народностей, а мы сами с малых лет играем на улице, иногда даже зимой, и никто не заболевает.